Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабағымызды бастайық, балалар. Записываем, ребята, сегодняшнее число. Сәуірдің 22-сі. Сынып жұмысы. Бейсенбіде тауға шығамын. Ребята, тема нашего урока связана с днями недели. В четверг я иду в горы. Тау – это горы. Хорошо? Записываем новые слова. Жаңа сөздерді жазайық. За мной повторяем, да, ребята? Апта, неделя. Апта. Бүгін, сегодня. Бүгін, слово мягкое, переводится сегодня. Дүйсенбі. Дүйсенбі. Понедельник. Сейсенбі. Вторник. Сәрсенбі. Среда. Бейсенбі. Четверг. Жұма. Пятница. Сенбі. Суббота. Жексенбі. Воскресенье. Еще раз повторяем. Апта. Бүгін. Дүйсенбі. Сейсенбі. Сәрсенбі. Бейсенбі. Жұма. Сенбі. Жексенбі. Ребята, смотрите. Вы представьте эти дни недели, как это паровозиком. Апта – это неделя. Видите паровозики? Его вагончики – это дни недели. Вот они, да, ребята? Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. В одной неделе, бір аптада, 7 күн и 7 дней. Запомнили? Ребята, запоминаем остальные все задания, связанные с этими днями. Теперь первое задание. Это письменное, ребята. Если жазу, это письменное. Апта күндерін ретімен жазу. Поставьте все дни по порядку. Хорошо? Какой из этих дней первым будет, вторым, третьим, четвертым, пятым, шестым, седьмым? Сопоставляем, как правильно. Второе задание. Устное. Эти слоги вставляем в нужные слова. Бундарды сөздермен сәйкестендір. Например, понедельник. Как будет понедельник? Какой из этих слогов подходит сюда? Правильно. Дүйсенбі. Да, ребята? Вот так все дни давайте поставьте к месту. Следующее задание. Тоже устное, ребята. Здесь написано на казахском в одной столбике, здесь на русском. Вам надо найти правильный перевод. Например, сейсенбі, вторник. Хорошо? Для этого вам надо выучить сначала словарь. Теперь, чтобы запомнить наши дни недели, давайте составить предложение. Сейсенбіде досыма барамын. Вот видите, достар, друзья. Значит, во вторник я иду к другу. Досыма барамын. Сәрсенбіде мультфильм көремін. В среду я смотрю мультфильм. Бейсенбіде тауға шығамын. Четверг я иду в горы. Жұмада кеме құрастырамын. Пятницу я собираю корабль. Вон он, кеме құрастырамын, собираю. Сенбіде саябаққа барамын. Что такое саябақ, ребята, вспомнили? Правильно, парк, да? В субботу я иду в парк. Жексенбіде достарыммен ойнаймын. В воскресенье я играю
с друзьями. Теперь, смотрите, ребята, надо будет вам это записать. Вместо многоточий вам надо ставить одну из этих дней, которую мы только что с вами прочитали. Аптада күн бар. Сколько дней есть в неделе? Какой из этих вариантов подходит? Саябаққа барамын. Какой день недели я иду в парк? Отсюда берем. Сейсенбіде досыма. Во вторник что я делаю? Бейсенбіде шығамын. Куда я иду в четверг? Теперь ставим, записываем предложение, 4 предложения. Правильные варианты вставляем. Хорошо, слух? Следующее задание. Составить предложение, ребята. Вместо картинок ставим название этих слов. Да, как будет книга, качеля, как будет на казахском. Все это проходили с вами. И составляем предложение. Здесь у нас глаголы, что мы делаем. Здесь что, здесь не недели, здесь я. Теперь составим предложение, ребята. Для этого я вам переведу словари. Тебемін, пинаю, ойнаймын, играю, сурет саламын, рисую, құрастырамын, собираю, би билеймін, танцую. Би – это танец, билеймін, танцую. Оқимын, читаю. Тебемін, катаюсь. Ребята, обратите внимание, тебемін касается к слову мячик тоже. И велосипеду тоже. И лыжам тоже касается. Хорошо? Тебемін мы используем. В казахском языке есть такое исключение, ребята. Мы эти все глаголы с вами уже знаем. Вам надо просто повторить, вспомнить. И эти картинках слова тоже знаем. Теперь попробуем одно предложение составить. Хорошо? Мен сәрсенбіде би билеймін. Вот так надо будет вам составить предложение. Хорошо? Если возникнут вопросы, спрашивайте у меня, хорошо? Домашнее задание – выучить новые слова. И остальные все письменные задания я вас жду. Хорошо, ребята? Сау болыңдар. Сабақ аяқталды.